Центр семьи Казан сегодня стал центром притяжения сразу для 88 пар со всего Татарстана. Женихи и невесты обмениваются кольцами, клянутся в любви и верности и, конечно же, подкрепляют свои обязательства бескомпромиссным ответом «да». Ведь каждый из них уверен, что сегодня создать семью – это самая лучшая примета. Антон ни на секунду не отпускает Анастасию. Свою любовь он встретил 4 года назад. К ЗАГСу молодожены приехали с самыми первыми. Регистрация вот-вот начнется через считанные минуты. Волнуетесь? Очень, очень. Вместе уже 4 года, как будто первый раз его сегодня увидела. Прям вообще. Прям не узнать было. Да. Добрый день, уважаемые невесты и жених, дорогие родители. Уже в золотом зале чаши молодожены не отводят друг от друга влюбленных глаз и с уверенностью отвечают на главный вопрос. Готовы ли вы взять ответственность друг за друга? Невеста, прошу ответить вас. Жених, ваш ответ? В это время холл чаши заполняется невестами и женихами со всей России. Хлопоты, волнения, фотографии. Среди всей суеты трепетный танец молодоженов. Петрухины преодолели 400 километров, чтобы сегодня сыграть свадьбу в Казани. Мы вообще приехали из Нижнего Новгорода, чтобы расписаться в Казани, потому что мы приезжали сюда зимой, нам безумно понравился ваш город, безумно понравилась чаша. И, в общем, мы вчера приехали, чтобы сегодня здесь расписаться. Отныне вы муж и жена. С каждым годом число желающих зарегистрировать свой брак именно 8 июля растет. Молодожены выбирают символичную дату за полгода. Есть очень разного возраста, то есть это от 18 лет, который вот только, так скажем, можно вступить в брак, да, и которому уже за 40. Но они решили, что этот день действительно станет, так скажем, хорошим началом для создания семейной жизни. А за плечами этих пар уже десятилетия взаимной любви, понимания и уважения. У Дарьи и Андрея 7 детей, 4 мальчика и 3 девочки. Взрослые, в первую очередь родители, проходят какие-то определенные этапы своей жизни, кризисы. И мировоззрение, вера в Бога, понимание, для чего мы здесь живем. Только это, я думаю, помогает сохранять, идти дальше и верить, что мы это делаем все не зря. Многодетные семьи сегодня принимают поздравления и благословения от митрополита Кирилла. У памятника Петру и Февронии звучат песни и молитвы. Согласно православной традиции, святые считаются покровителями брака. Супруги прожили вместе много лет. Мы же каждая личность, он личность, она личность. Чтобы все это стерпелось, соединилось воедино, для этого требуется большой труд, но зато это дает очень благой и добрый плод. Плод любви, благополучия, мира. Я желаю всем счастья во всей полноте этого прекрасного слова. Внимание, раз, два. Ренат и Рахиля Касимова отмечают золотую свадьбу – 50 лет. О своем знакомстве супруги рассказывают скромно. Говорят, встретились на работе, а после уже не смогли жить друг без друга. Такого никогда не было, чтобы он куда-то уехал или я куда-то. Такого не было. Без Гельберги? Нет, если куда-то, то вместе. Традиции семьи продолжает чтить дочь Лилия с супругом Рашитом. Они празднуют 30-летие совместной жизни. Говорят, создавать крепкий брачный союз им помогал пример родителей. Любить? Казалось бы, когда мы женились, я была в достаточно молодом возрасте. Но я поняла, что Рашид – это один и на всю жизнь. За сохранение очага на долгие десятилетия 2 семьям вручили медали за любовь и верность. У вас большое продолжение, это целая династия. Мы гордимся вами, потому что вы образец для подражания для всех молодых семей. В этом году из-за пандемии чествование пар прошло в закрытом формате. Медалями удостоены 10 семейных пар по всей республике. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.